Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. Житель Туркменистана Рауль Хаджиниязов обратился к президенту Сердару Бердымухамедову с просьбой помочь решить жилищный вопрос. Молодой человек-сирота вырос в детском доме и по закону должен быть обеспечен квартирой в первоочередном порядке. Однако чиновники Хакимлика кормят его и двух его братьев только обещаниями, при этом один из братьев – инвалид. Активист Талып Аббасов опубликовал видео обращения Хаджиниязова к президенту, в котором Рауль рассказывает на своем примере, как в стране не работают законы. Здравствуйте, многоуважаемый Сердар Бердымухамедов. Меня зовут Хаджиниязов Рауль Тимурович. Я этот ролик записываю специально для вас. Мне некуда идти. Я вышел из дома, вырос в нем. У меня есть братишка. Одного зовут Атаев Эльфан, второго зовут Атаев Самир. Атаев Самир инвалид. Он вырос в интернате. И нам не дают квартиру. Я уже куда только не писал. Прокуратуру писал, Хакимлик писал. Хакимлик меня, как я отдал 2 года родине, пришел с армии. Они мне 2 года уже обещают, мы дадим вам квартиру. Так мне ничего и не дали. Он и братья Эльфан и Самир, сироты, у Самира еще и инвалидность. Все трое выросли в детдоме и достигли совершеннолетия. Сейчас они живут у неравнодушных людей, а не в собственном жилье, которое им обязано выделить государство. Рауль скитается по друзьям в Ашхабаде. Ему неловко постоянно просить их об одолжении, но выбора у него нет. Он работает на автомойке, снимать жилье без поддержки родственников ему не по карману. Эльфана и Самира приютила у себя тетя, но и у них не та ситуация, при которой государство может сложить с себя обязательства. В однокомнатной квартире родственницы сейчас ютятся аж 12 человек. Об этой ситуации прекрасно осведомлен столичный Хакимлик. По словам Рауля, его общение с этим органом местной власти длится более 2 лет, с тех самых пор, как Рауль достиг совершеннолетия. Тогда чиновники ему пообещали выделить положенную квартиру, а призывная комиссия тем временем забрала на службу в армию. Отдав долг родине, молодой человек оказался без крыши над головой, так как возвращаться ему было некуда. Обещания Хакимлика так и не превратились в квадратные метры и ключи от собственного жилья. Рауль продолжил обращаться в городскую администрацию и жаловаться в прокуратуру на нарушение своих прав, но все его заявления и жалобы перекладываются из папки в папку, с одного стола на другой. Пожалуйста, помогите получить квартиру. Обращается Рауль Хаджиниязов к президенту Туркменистана. Как и многие жители страны, он все еще сохраняет надежду на личное внимание гаранта Конституции к своей ситуации. В Туркменистане право сирот на внеочередное жилье предусмотрено законом о государственных гарантиях прав ребенка, в котором четко сказано: ни один ребенок не может быть оставлен без жилища, а ребенок, чьи родители или одинокий родитель умерли, имеет право на первоочередное предоставление жилого помещения из государственного жилищного фонда. Аналогичное право есть у ребенка, у которого сохранилось право собственности на прежнее жилое помещение, но переезд в которое по какому-то законному основанию невозможен, такой ребенок, вернувшись из детского дома. От родственников или опекунов имеет право на внеочередное предоставление жилого помещения государственного жилищного фонда. Таким же правом обладает и ребенок с инвалидностью, являющийся сиротой или оставшийся без попечения родителей, если он может осуществлять самообслуживание и вести самостоятельный образ жизни. Источник Туркмен Ньюс в социальной сфере рассказал, какие законы на самом деле действуют в их системе. Когда воспитанникам детского дома исполняется 18 лет, их просто везут в свой вилаят и оставляют на улице перед Хакимликом. Все вопросы, дескать, решайте дальше сами, в буквальном смысле с плеч долой. Но проблема не только в отсутствии заблаговременной координации между детдомами и Хакимликами. Местные администрации не исполняют свою часть работы в принципе. Совершеннолетние сироты в Туркменистане ждут квартир годами и десятилетиями, а некоторые делятся своими личными историями о том, как они успевают таким образом дожить до пенсии. Заработать на квартиру своим трудом при туркменском уровне зарплат и без того сложно, что говорить о тех, у кого нет даже маломальской поддержки от родственников. Есть и другие трудности, из-за которых повзрослевшим сиротам особенно трудно устроиться на работу. Например, из-за коррупции в детдомах мало кто из них получает приемлемое среднее образование. После выпуска из учреждения у них нет прописки, которую в Туркменистане требуют повсюду. Многие девушки в этих условиях идут в сферу интим-услуг или выходят замуж за первого встречного.
И даже такие рискованные варианты для них становятся привлекательнее, чем существующая лишь на бумаге поддержка государства. Некоторые девушки попадают в сети взрослых мужчин, еще будучи девочками. Такие истории часто заканчиваются беременностью. В подобных случаях педагоги детдомов разве что ругают и жестоко наказывают подопечных. Юноши идут работать на мойке, стройку или паденщиками. Между тем, строек в стране как раз немало, в том числе и строительство жилья. Точной статистики по свободному жилищному фонду нет. Однако известно, что многие квартиры в новостройках стоят пустыми, в том же Аркадаге или Дашогузе. Частично это связано с их низким качеством, но в большинстве случаев дело опять-таки в коррупции. Ответственные за строительство и распределение жилья чиновники предпочитают месяцами тормозить распределение квартир, лишь бы не выдавать их бесплатно, без взятки в собственный карман. Рауль Хаджиниязов еще не потерял веру в то, что ситуация обратима. Они с братьями хотят продолжать жить на родине и трудиться на ее благо. Однако для этого на родине у них должен быть и дом. У вас есть что рассказать? Пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем полную анонимность. А если вам нравится наша работа, поддержите нас, становитесь нашим спонсором.